Воскресным прекрасным утром тишина соснового бора была разбужена голосами эвенков, которые вновь собрались на своем любимом месте на берегу озера Аи-Тайпыт на свой традиционный праздник Симилген, праздник первого снега, чтобы отметить приход зимы. День выдался как на заказ. Шел снежок, приветствуя гостей. Воздух чистый и свежий, поэтому дышалось легко, и настроение было просто чудесным. Запах дыма от костров приятно щекотал ноздри и навевал воспоминания о чем-то давно ушедшем. Поднимаясь ввысь, напоминал о дороге предков, кочевавших в далекие годы. Сингилген – эвенкийский праздник благословения зимовья, праздник души и ликования эвенков, так как с него начинается Великая Охота. А сам праздник начинается с приветствия через священного оленя, который по венкийским поверьям защищает человека от всего дурного, не дает проникнуть ничему плохого в его жизнь. На Сингилгене проводится много обрядов, которые плавно перетекают из одного в другой. Сразу после обряда приветствия следует обряд очищения Чичипкаун, когда все участники праздника очищаются дымком багульника, чтобы с чистой душой пережить суровую зиму. И самый почитаемый обряд – обряд кормления огня, который по обычаям эвенков проводит уважаемая старейшина женщина. Ляна Алексеевна Яковлева кормит огонь и просит у духа огня благословения. Ujangam hindu jabgaba. Jabgaba jabik sakil ayah mama ayat ijakal dan jika jadi kau. Taduk taduk ikan gana jana bugakan mud gala jarab cenduk ayah ayagin husin achin ojangin. С первым снегом для эвенков наступает охотничий сезон, поэтому во время Сингилгена проводятся охотничьи обряды. Чтобы охота была удачной, надо обязательно задобрить священного идола охотников Бариляка. Онгон. Нонган мету синканве будинган. Уважаемые друзья, просим стать шире. Проводится обряд Барилак. У каждого охотника есть свои амулеты. Сейчас мы в нашего барилака, это наш общий барилак, вселяем силу, чтобы он помогал нам жить, добывать. А самый главный обряд на этом празднике – обряд добывания охотничьей удачи Синкелаун, по которому охотники имитируют охоту на лося, убивают его и таким образом обеспечивают своих сородичей и пищей, и удачей в охоте. Дорогие друзья, наступил праздник первого снега Сингилген. Вот в этом нашем флаге это тоже отражено. Вот черный цвет, что это означает? Это означает, конечно, земля, где мы выращиваем. И это черный лес. Сейчас выпал снег, холодно, ветер, все пугаются, все люди прятаются со своими коровами в хатонах и квартирах. Только эвенки уходят на белый снег, только эвенки радуются. Но самое главное это ожидание охоты. В каждом из нас, в каждом гене каждого мужчины эвенка живет охотник. Поэтому для нас этот праздник, который родился из настоящего эвенкийского обряда Синкелавун, значит много.
На этом празднике народу бывает не очень много, но зато он поистине такой сакральный. И раньше этот праздник длился несколько дней. В течение этих дней для всего рода или для нескольких родов эвенки добывали удачу. Раньше это была охотничья удача, сейчас мы на это смотрим более широко, как удача жизненная для каждого из нас. Поэтому мы, отдавая дань своим традициям, в новом времени остаемся эвенками, потому что так нам завещали многие поколения предков. Мы должны остаться эвенками, передать своим детям это понимание, наш менталитет, каждую крупицу наших традиций мы должны превратить в такое явление, которое будет жить независимо от времени, независимо от условий. Мы все равно привязаны к традициям своих предков. Как хорошо поднимается, ветер открывает. Кто был на Бакалдыне, вы, наверное, заметили, тут висели несколько флагов. На Сингелгене встречаются эвенки из самых дальних уголков Якутии. Я сегодня впервые присутствую на национальном обрядовом празднике, эвенкийском празднике Сингелген. И очень жду от этого, с волнением тоже, отношусь к этому празднику, потому что вообще вот ассоциация эвенков Республики Саха-Якутия, вот этот праздник, у основания создания вот этого праздника стояли такие великие люди эвенкийского народа, как Анна Николаевна Муреева. Мы знаем только понаслышке и по вашим репортажам, по вашим передачам знаем, что такое этот национальный праздник. И очень приятно то, что сегодня мы будем праздновать первый праздник первого снега. А что бы вот вы хотели пожелать эвенкам вообще всем? Конечно, первым делом нам нужно думать о возрождении нашей эвенкийской культуры, потому что каждый работник культуры, вот где живут и трудятся, эвенки, я, например, представляю оленёкских эвенков, мы нынче впервые провели первый районный чемпионат по выделке оленей шкуры, где приняли участие жительницы, мастерицы 5 микрорайонов Урикит. И очень приятно то, что у нас с интересом отнеслись к этому конкурсу, и мы представили вот этот конкурс, как бы возрождая исчезающую культуру обработки оленевого меха. И я очень довольна, что у нас есть молодые мастерицы, которые участвовали, особенно молодая жена молодого Хасуна Ленёкского, Попова, Клосс зовут его, Алина Попова, молодец просто. Она с таким интересом участвовала на этом конкурсе, и очень приятно то, что она была удостоена 2 премий, и спонсорами выступили продолжатели рода династии народных мастериц Христины Афанасьевны Бенчик, Марии Константиновны Васильевой, Семеновой Татьяны Васильевны. У нас очень много. Мы составили реестр любителей, мастериц эвенкийского шитья, и мы по району насчитали 205 мастериц, оказывается, у нас. И очень приятно то, что наша все-таки работа имеет результат. Среди эвенков много творческих людей, и одна из них – Антонина Степановна Христофорова, талантливая мастерица. Сыласқарым, кысқар түсті қылбая, кірі кіхін өңін кетті, үрілер үйт маңан үрін көбер телгенне. Сыласқары, сықары, сығы қону бүрінне, сырға сола тұргылла, сыры аян сыйылынна. Саңа қардың сырды өре, сана әме көнерді. Унар бұрым бұргучуя, олақ барын мәктелен, қаллан өхін қарбаста. Ухун кыхын устата, куппун сүрбін тургутар, тулур, жулур эрейер, эргиригер киллерде. Кыхын сырға солуну, ырылыға тыргылла,
ырата турың ыллыктарым, саңа кыһын дороба, сандар ылла духа бар. Үрүң кыры ырыата, үрү курдук лыңкыны ыһылынна тола бар. Сақам сирен кыһынын кылан маңан кырпаға, кырпай маңан алтара, сырда ылла духа бар. Бу коһону мен бастакы кар түһәрин хамы бу кыһын хагаланыйтын нахатаптыр кемим. Мен төһөдәне бенге каннах болларбын хакалы тыллахпын, онна сакалы хурыябын. Онан бу бастакы кар бытынан синилгенге барымыз тубутунан бу эбенки тыллахтары хакатыллах эбенкилери барыгытын ягардалибен. Украшением любого эвенкийского праздника является любимый всеми ансамбль «Геркелен», для танцоров которого и снег не помеха. Мен атым Кирошапкин Тимур ден сабан көтөн жабын. Бу синилгенге үһүспүн кыттагалым күрөктеге. Сиңилген тухунан ток диханыны. Синилген ден алыс үшүгөй токтера бараханник эбенкилергеннере. Хылайы болар харт үстегенен. Аны эсседагыны болтурдун дей. Я из Алданского района. На Синилген мы приезжаем каждый год, и это наш эвенкийский обрядовый праздник, где мы, в частности, охотники делают обряды, чтобы предстоящий охотничий сезон был у них удачным. Юля, скажи, пожалуйста, что для тебя лично дает этот праздник? Ведь ты же приезжаешь зачем-то, значит, он для тебя имеет какое-то значение. Ну, да. Синилген для меня, когда я участвую на таких мероприятиях, я чувствую, что, я эвенкийка. А на эвенкийском языке можешь нам что-нибудь сказать? Ага. айлди. Синилген праздник то аркит то эвенкил эмереп. Эду бу тамнилтын итылва одя ngaf. Эвенкил дуби эйчем аят битикелло. Праздник Синилген доказывает о том, что эвенки не утратили до сих пор свои традиции, свой язык. Приехал этот замечательный праздник Синилген. Погода у нас очень хорошая, как раз и снег выпал, и люди радостные, энергия хорошая. Вот.
Очень много обрядов провели. Вот. Так что настроение супер. Не отстает от молодежи и старшее поколение. Ансамбль Хэглен своими песнями еще выше поднимает и без того отличное настроение. Эр синилген ду элекес эмем эдуби. Эткән мут чучупкандула упкаттан әрижәңә тарабатыр нуңартын иректен уюбунма уюбуп кил тар нуңартын гурактын ул жабулдушки турартын. Лена Алексеевна, ари сиңилген эван килду эя аяя буфки тар ярин тадавкал? Синилген аяба бупки мут нонон эвен кил упкатта илял индерил эвен кил эвенил жукагирил жукчал нугардын теке чечипканипта гунуп килса синилген ма нугардын балдып екункана бакалды жап кил тадук нугардын тар синилген текрекен бейумум нил бул хуруп кил баю жап кил. Сика мунду авадит эявал тадавджингасфу хараскылву. Харакл кратык немножко. Авадит. Авадит хагагна. Авадит. Би чакадварение ба докунгнам давлавр ба докунгнам тадук би эткан давлавр давладжингам. Эткан нунгартын дилачаба элексипти юракин травтике хаган китин нонон. Jalihir, 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 jalihir. Awan kele hagalten goro yohli, dola deva jangan. Tika nungortin nonon hagan kitin. Dablabur bar dablan kitin. Эмади стихотворение док участар стихотворение атанкалка? Би нику бине бе таткиттола умчатен тарамук цакр би жола вису таячыңдам тараба тар эне стихотворение док учам. Эне кеним теткелим алап чухолобос су алап чутмолилан улли жана хаганес гороло долдывран эне кеним Гев алапчу теткелим няма хагаллак исмейлин нарап хунтин хаган некис хунтун дарав эткен мут хагдил дереп эне кеним экел соңоро мин туки ичуткал аямама ехал би ичоп какал эне кеним би хагдилчам. Лена Алексеевна, эван килду эя галаджингас. Би эду чучупканды аяба галяжигам эткен екінкана кусин одеран тарду кусиндик Украинадык кусиндик коңакар хуруксакил мучо жактин тараба би эткен богоду галяжигам тадук наны чучупкандыла упкат наны сиңилгама бакалдыңдарап. Каким бы веселым и радостным ни был праздник, всегда найдется время и для серьезного разговора. Этот год для нас, 2022, самый интересный был в том плане, что принимались, реализовывались федеральные законы по развитию Арктики. Арктика это касаемо коренных малочисленных народов, которые проживают исконно на территориях этих, должны быть во внимании внутри этих законов, в разделах, статьях. Об этом все время мы говорили, и все это начало реализации можно считать 2022 год. В этом году мы по всей России, нашей республике, подавали документы для включения в список коренных малочисленных народов. Этот федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов, список даст возможность
создавать новые программы федеральные. И вот новая программа федеральная по детям Арктики. Это тот большой шаг вперед, когда мы обратили внимание на здоровье наших детей, на то, что они должны отдыхать в лучших лагерях страны. Этого мы в этом году добились. Кроме этого, вот список, вот первое это список, второе это дети Арктики, третье это реализация федерального тоже программы закона федерального о государственной поддержке предпринимательства в арктической зоне. Мы там отдельным разделом. И два представителя Якутии представляют нас в этой комиссии федеральной по Арктике. Это Марфусалова Августа Дмитриевна и Кугаевский Александр Андреевич, которые очень компетентно, грамотно озвучили проблему северного завоза. Комплексный закон, который даст возможность финансировать на федеральном уровне транспортную логистику, некоторые виды социально значимых продуктов. И это большой шаг вперед. С Ассоциацией коренных малочисленных народов Российской Федерации под руководством президента нашей ассоциации Григория Петровича Литкова ведем разговор о включении родовых общин в перечень сельхозтоваропроизводителей, чего раньше не было. Родовые общины не были включены в программы федеральные ни по предпринимательству, ни по сельхозпредприятиям. Это, конечно, не давало возможности развиваться родовым общинам. А их у нас более 150 в нашей республике. Этнологическая экспертиза – это вопрос, который тоже во внимании президента страны Владимира Владимировича Путина. Им тоже было дано задание принять федеральный закон об этнологической экспертизе. Это закон, над которым мы сегодня работаем. И этот закон у нас есть в республике, единственный пока по стране. Благодаря этому закону мы сегодня можем на равных говорить со всеми недропользователями об экологии, о развитии территорий и, конечно же, на равных говорить о развитии поселков, районов. Это закон, который даст возможность говорить о взаимоотношении, о будущем, о том, о ответственности всех за будущее наших детей, внуков, за будущее нашей страны.
В любимом хороводе венки готовы кружить и летом, и зимой. Такой хороводный танец среди зимнего леса на чистом свежем воздухе дает заряд бодрости и крепости духа на всю долгую зиму. Синилген Эвенкилду Аяя Бугин.